Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Напишите, если меня видно, если меня слышно. Ага, сейчас, подождите. Машвау Асан. Так, видно. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так, уберем отсюда звук. Ассаламу алейкум из Татарстана, ва алейкум салам. Эвиз Ламиг. Ислам Дагдатов, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Арикс Магия, слышно, видно. Все отлично. Я оповестить заранее не успел, вот сейчас. Поэтому у нас не так уж много. Так, отлично. Так, Марат Т, ва алейкум салам. Видно, слышно. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум салам, Новчи Грозный. Грозный Новчи. Так, давайте ваши вопросы. Салам алейкум. У нас в Чехии видно особенно у дагов. Тагир Муртазалиев. Ва алейкум салам, Тагир. Альберт Карачаев. Шалом алейкум. Шалом алейкум, Альберт. Ну что, обсудим вопросы. Да, пока мы тут собираемся, я хотел бы обсудить одну очень важную вещь. Ты одно по имени Шамилек не обидел? Алекс, Асан, ты одно по имени Шамилек не обидел случайно? Так, пропали вопросы. Он все время ноет и жалуется на тебя. А кто такой Шамилек? Я не знаю. Витаю, Миловин, приветствую. Приветствую. Аслан, свобода тебе. Я запомнил, как тебя приветствовать. Спасибо, Роман. Это самое лучшее приветствие. Сегодняшняя тема, вот сейчас спрашивает Альберт Карачаев, какая сегодняшняя тема? Сегодняшняя тема – это продолжающее похищение в Чечне, во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, неугодных оккупационным властям молодых людей. Как стало известно, в соцсетях распространяется сообщение о похищении работника исламского магазина, отца 5 детей Абдулкадыра Таштемирова. Похищен Таштемиров Абдулкадыр, 94 года рождения, работающий на РТЦ «Беркат», исламском магазине и делающий хиджаму. Опять отец 5 детей. У него больная мать после 2 инсультов. Забрали рано утром в 7 часов утра 6 июля 2019 года неизвестные люди. Ну, неизвестные, это понятно кто, да, это российские коллаборационисты. Они и забрали в неизвестном направлении. Уважаемые братья и сестры, помогите донести до главы Чеченской Республики, главного похитителя Рамзана Кадырова. Ну и оставляется номер телефона. Соответственно, другого выбора, кроме как обращаться к тем, кто их похищает, у чеченцев, соответственно, нет, обращаются к ним. Ну, и это не единичный случай. Также мы знаем, что жена и знакомые Зелимхана, который совершил нападение со слов вот этих мерзавцев, совершил нападение на контрольно-пропускной пункт в Очхой-Мартановском районе, где уничтожил одного оккупанта и сам был убит. Его жена также похищена. И также продолжаются похищения других людей. Вот эта тема, которая нам очень важна, да, чтобы было
чтобы мы не оставили это без внимания. Да. Также хотелось бы обсудить, вот Германия выдает чеченцев на пытки и смерть, на унижение в Россию, и не только Германия. Но вот на Радио Свобода вышла такая статья: трупы выносят каждый день, как умирают исправительной колонии номер 2 Рязанской области. Умер очередной задержанный молодой человек, и до своей смерти он сообщал своей сестре, что каждый день выносят трупы из этой колонии. А этих колоний по всей России сотни и тысячи, да, больших и малых, с разными условиями содержания, с разными режимами содержания. Огромное количество чеченцев находится в местах лишения свободы. Да, по факту это военнопленные, захваченные, как являются украинские моряки, и там Сенцов и другие политзаключенные, крымские татары, которых сейчас также массово арестовывают. То же самое происходит на протяжении уже 20 лет и даже более, с 94-го, 5-х годов. Задерживаются, незаконно обвиняются в надуманных преступлениях, и огромное количество чеченцев, по нашим данным, около 26 тысяч было арестовано незаконно с 2000 по 2004 или 2006 года. Соответственно, вот эта тема, которую мы должны всегда напоминать, и чтобы мировое сообщество наконец обратило внимание на вот эти массовые нарушения. Также хотелось бы к украинцам обратиться, когда вы говорите про своих, да, политических заключенных, там, военнопленных, просто пленных, просто заложников ваших граждан, которые Россия похитила. Не забывайте говорить о чеченцах, которые также сидят в тюрьмах, которые многие погибли в тюрьмах, которые некоторые освободились уже, но продолжают еще очень много, огромное количество людей томиться в этих тюрьмах. Мы должны об этом не забывать. Потом хотелось бы еще затронуть, да, пока мы еще тут собираемся, по поводу предстоящего марша, который организовывает Саид-Амин Ибрагимов и правозащитная международная ассоциация «Мир и права человека». Так вот, как мы все знаем, мы уже об этом уже объявляли, что со Страсбурга в Женеву состоится пеший марш. Всех просим присоединяться, поддержать нас в этом информационно, финансово, личным присутствием, ну, всячески, как вы сможете. И насколько это очень важно и серьезно, это показывает вот один небольшой штрих такой, который произошел буквально вчера. Так называемый министр во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия национальной политики, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, в простонародье Джамбокс, принял участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и поделился со зрителями программы своими впечатлениями и мыслями о том, какую роль может сыграть Чеченская республика в реализации внешнеполитических интересов в России, в исламском мире и мире в целом. Что можно по этому поводу сказать? Своего агента, да, как всем известно, да, об этом была открытая информация, у меня есть по этому поводу информация. Джамбокс, Джамбулат Умаров еще со студенческих лет сотрудничает с КГБ, с ФСБ. И вот своего агента отправили в Женеву, куда мы должны прийти и потребовать соблюдения закона. Короче говоря, нас там уже ждут. Сейчас, одну секунду.
У Джамбокса куратором в студенческие годы был майор Афанасьев. Об этом все знали, все его сокурсники, все чеченцы, которые там учились. И это не секрет. И вот, как мы знаем, Джамбокса направили гибня, кровавая преступная террористическая организация ФСБ, которая захватила власть в России, направила своего агента Сиксота в Женеву. Значит, подготавливают почву, чтобы ни в коем случае не согласились на Вову и военное и политическое руководство России привлекать к уголовной ответственности. Сразу забегая вперед, можно сказать, что, конечно же, может произойти все, что угодно, но при всем при этом, если же это дело не будет возбуждено против военного и политического руководства России, все эти институты гроша ломаного не стоят. Конечно, мы будем добиваться своего, добьемся своего рано или поздно. Поэтому все будет отлично. Джамбоксы могут прилетать, улетать, но все остаются при своем мнении. Так что я очень надеюсь, что будет все отлично. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так, я не знаю, про какого Шамилька вы тут говорите. Я не знаю, о ком вы говорите. Так. Так. Фриман 007. Асан, ты видел видео, в Крыме избила полиция одного чеченца? Нет, я не видел. Нет, не видел. Что делает в Крыме чеченец? В Крым только можно со стороны Украины заехать, спросив разрешения у Украины. Чеченцам незачем. Конечно, не знаю, по какой причине он там был. И надо понимать, что в Крыму, в других местах российская полиция — это не только к чеченцам она, конечно, плохо относится, но к чеченцам особенно. Дух свободы. Ассаламу алейкум, мой брат. Ва алейкум салам, дух свободы. Fighting Fun. Аслам, брат, очень рад, приятно тебя слушать. Правильные вещи говоришь. Дай Аллах 100 тысяч подписчиков тебе. Да, главное не количество, главное качество. Да, главное создавать гражданское общество и приносить пользу, а не так, чтобы говорить ради того, чтобы говорить. Елена Орлова, приветствую всех, салам. Салам, Елена Орлова, приветствую. Так. Так, знаете, что еще я хотел бы сказать? Тем, кто находится, например, в Чечне, если происходят какие-нибудь события, да, там похищения, пытки, убийства, вот это все, кто может, должны сообщать мне или на электронный адрес, или в Инстаграм, или в Фейсбук. Под этим видео, под каждым видео в описании есть координаты, да, мои, где можно встретиться. Анонимность я гарантирую, конфиденциальность гарантирую. Мы собираем тут информацию, нам постоянно нужен пресс-релиз этих событий. Какие вещи, конечно, все, что проходит по информационному полю, мы все это фиксируем, но есть вещи, которые не попадают в интернет, поэтому если вы скажете не сообщать никому об этом, конечно же, мы об этом тоже никому сообщать не будем. А так, хотелось бы, чтобы побольше активно распространять
информацию по поводу нарушений, которые происходят в нашей стране. Так, Жетиру, ассалам алейкум. Ва алейкум салам, Жетиру. Так, Хайрулла Маса, ассалам алейкум, Асан. Ты в Бамуте? Ва алейкум салам. Нет, я не в Бамуте, я в Хамбурге. Айдер Геремли, салам алейкум, братья. Аслан, скажи, слышал, в Крыму арестовали 50 Кремлы? Ва алейкум салам, Кремлы. Айдер. Да, я слышал, но я знаете, что слышал? То, что в Крыму каждый день задерживают, да, арестовывают людей. Арестовали крымских родителей и родственников, друзей крымских татар, задержанных ранее, которые вышли, родственники родителей, которые вышли на Красную площадь и митинговали против того, чтобы их детей, их родственников, их сограждан не называли террористами. Эти люди тоже были задержаны, но потом позже их отпустили, но сам факт того, что их задержали. Они провели очень хорошую акцию на Красной площади, и будем следить за этим и будем привлекать внимание. Так. Байсангур. Асан, что там в чат рулетки? Украинцы мочат руссо-свиней. Да, сегодня хочу тоже сообщить, я у себя делал тут, выкладывал анонс, который они делали. Меня тоже звали поучаствовать, но я не стал участвовать, потому что в прямом эфире не мой формат, когда слишком много оскорблений и мат на мате, да. Поэтому я не стал участвовать, но я сегодня принял участие в их стриме, не в чат рулетки, а вот когда собрались украинские блогеры. Вот сообщаю вам, что сегодня с утра до поздней ночи, даже до следующего утра, до 8 утра, на разных каналах они будут передавать эстафету, такой будет марафон. Надо поговорить, треба поговорить, да? Так как российский пропагандистский канал «Россия» и один из украинских каналов, который аффилирован там с Медведчуком и такой как бы коллаборантский, можно сказать, они предложили провести телемост Украина-Россия. Наподобие там, как когда-то Познер и Донахью проводили между американцами и советами, краснопузами, телемост. Но украинская общественность и власти возмутились этому процессу, что как бы очень логично. И вот этот телемост не состоялся. Тогда украинские блогеры, которые на протяжении 5 лет последних этой войны русско-украинской ведут диалог с россиянами в чат рулетки, да, они предложили, давайте, чем будут какие-то постановочные вопросы, мы лучше возьмем и вживую поговорим с обычными людьми, обычные украинские блогеры поговорят с обычными россиянами. Что из этого получится, можно сделать уже из того, что я уже не стал участвовать в этом, так как это всегда выходит за рамки формата мат, перемат и так далее. Чтобы просто там выложить вам там часовое общение с ними, приходится там несколько часов подряд общаться, и то, если повезет, наткнешься на более-менее трезвого, более-менее адекватного и там не бросающие там разными грязными словами своего собеседника. Так что всех прошу смотреть, что там происходит, очень интересно, захватывающе. Я так думаю, это будет на систематической основе, вот этот стрим-марафон, который они будут в чат рулетки проводить. Ну и мне кажется, это очень интересно. Предлагаю всем посмотреть. Поехали дальше. Так. Чере Грозд. Аслан, что тебе важнее, шариат или Ичкерия? Эй, как же вы надоели, глупцы. Файтникс Фан. Брат, расскажи про президента Садулаева. Про него очень мало информации. Как он стал президентом и твое отношение к нему?
Президентом Абдулхалим Садулаев стал после гибели Аслана Масхадова. Да? Он был его вице-президентом. У нас, как вы знаете, был должность президента и вице-президента, как наподобие Соединенных Штатов Америки. После гибели Аслана Масхадова Абдулхалим Садулаев стал президентом. Абдулхалима Садулаева я помню, если я не ошибаюсь, конечно, с 1994 года. В 1994 году я поступил на подготовительные курсы тогда еще в городе Грозном, до Первой войны. Я поступил в Исламский университет. Я отучился 3 месяца на подготовительных курсах, потом поступил в университет, сдал экзамены, поступил в университет, и буквально через пару месяцев, да, уже волнения были, бардак был, Россия готовилась к войне, и вот тогда моя учеба закончилась, в 17 лет мне тогда было. Так вот, вот в этом Исламском университете деканом, если я не ошибаюсь, был Абдулхалим Садулаев. Молодой парень тогда, высокий, здоровенький такой. Я вот его вот таким запомнил. Если это был он, если он там преподавал, я вот о нем... Он у нас преподавал... Я сейчас, чтобы не ошибиться, не вспомню. Какой-то предмет у нас преподавал. Вот он у нас был деканом. Ну, за него говорили очень хорошие слова всегда. И потом, когда он уже был вице-президентом, потом президентом тоже, и после гибели, о нем только хорошее было слышно. Был очень чистым, открытым, искренним, верующим человеком, патриотом, борцом за свободу, который отдал свою жизнь. Самое ценное, что у нас есть на вот этой дороге. Так что Абдулхалим, как и все наши президенты, как и многие наши бойцы, подавляющее большинство бойцов, были чисты, и только лишь в память о них мы должны привлечь ответственности всех виновных. Так, давайте дальше. Мержо Эзерхо. Ассаламу алейкум, мокшмеш, брат. Ва алейкум салам, мокшмеш. Все нормально. Машо Эзерхо. Так. Кингам Шульц. Аслам, почему Рамзанка Кадыров испугался Мамадаева Бадика, вместо слов пел песню «Вой-вой-вой»? Он, наверное, когда включил свою смелость в тот день утром, а это было днем, и не успел включить снова. Ну, Кадыров, Рамзан особой храбростью, смелостью не отличается, только если по телевизору он рассказывает. Никаких боестолкновений, никаких там, столько покушений на него было, и нет ни одного ранения даже, да, и с его слов он 1500 муджахидов, может, испугает одним взмахом, да, рук. Ну, конечно же, парень не очень. Не такой, какой он пытается казаться. Уайн Грецкий. Кочевники спокойно могут поехать в Чечню, везде мечети на каждом углу. Все закрыты, у всех бороды. Что еще надо для полного счастья? Да, у нас есть мечети и спортзалы. Все. Ну и тренировочный полигон для того, чтобы охранять там вип-персон из Москвы. Больше ничего нет. Никакого образования, никакой свободы, никаких прав, никакой медицины. Ничего у нас нет. И мы все это прекрасно знаем. И что бы они ни говорили, на белое черное мы не скажем, на черное мы не скажем белое. Поэтому они могут днем и ночью нам создавать параллельный мир, да, иллюзию. Да, у них есть программа иллюзия. Вот эту иллюзию они создают. У нас есть реальность, реалити. И вот мы будем доносить реальность. Как мы ее видим, как мы ее чувствуем,
и предельно объективно, не перетягивая одеяло в свою сторону или в кого-нибудь там из наших сторон. Всегда предельно объективно, даже если это будет нам иногда во вред. Ламберт. Любой чеченец, поссорившись с соседом или родственником, не дает заявления в полицию, а идет к кадию, шариатский суд. Это всегда было и при советской власти. Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду. Так, Байсангур, если каждый будет соблюдать шариат у себя дома и не болтать впустую, то нам не надо устанавливать шариат. Да, совершенно верно, Байсангур. Просто болтают, дичаны, да. Я уже устал это объяснять, каждому уже не хватает просто время, сил просто объяснять. Я не понимаю, если ты себе не отказываешь право, почему ты своему народу отказываешь в этом? Так, Чеченаев, Рамзани, Кочур, Децер, Шушей, Жизня, Цунцеях, Шун, Я, Ахдизер, Шун, Ядизер, Яхшун, Ядизер. Короче говоря, говорит Рамзан, Кочур, Децер. Ну, короче, до Рамзана нам далеко за всю свою жизнь, говорит Чеченаев. Да, конечно, нам далеко. Мы никогда не будем говорить, что мы за свою родину, а потом переходить на сторону врага и говорить, мы любим тех, кто нас убивает. И самим убивать. Мы этого, конечно, делать не будем. Нам до него далеко. Поэтому, а тебе, любителю этого мерзавца, я ставлю блок. Ты забанен. Так, Алекс Магер, Байсангур, на данный момент так и должно быть. Каждый у себя дома. Нам бы избавиться от тех, кто навязывает свою религию, чтобы уже был успех. А шариат будет, когда Аллах захочет. Ассаламу алейкум вараматулла. Вильный народ переможет. Говорит, ва алейкум салам, вильные народы. Переможет. Батыр Батырыч, Аслан, спасибо тебе, хорошее дело делаешь. Пожалуйста, Батыр Батырыч. Будем стараться. Игорь Микеладзе, Габуния красавчик. Да, Габуния красавчик. Если меня не смотрели бы взрослые женщины и старше меня мужчины, люди и женщины и дети, я бы присоединился бы к флешмобу Габуния и тоже что-нибудь сказал. Слава Богу, русским языком мы владеем. Но, к сожалению, не могу себе это позволить. Ну, поддерживаю Габуния. Байсангур, да, я знаю таких еще с 2000 года, болтуны. Да, совершенно верно. Фриман 007, Аслан, некоторые люди, он рейс бать, а может ли любовь. Да, были такие, есть. Так, Андрей Ждан, Аслан, скажи исторически соседство с Россией, Российской Федерацией, ЗОТ. Так, не докончили вы, Андрей, свое предложение. Кингом Шульц, для начала нужно освободиться от оков и быть свободными. В свободном режиме только можно установить свой закон. У нас нет ничего, и мы должны говорить о свободе, а потом уже мы будем о выборе. Расул 95. Долго ли будет продолжаться сказка Кадырова? Ну, не знаю, для кого это сказка, для нас это суровая, конечно, реальность, но и вот то, что они создают параллельную, да, действительность, это, конечно, недолго продлится. Недолго. Сколько продлится, ведомо одному Всевышнему. Мы не знаем, сколько это продлится, но мы знаем, что этому будет стопроцентно однозначный конец, потому что ложь и вот эта несправедливость всегда исчезает и всегда восстанавливает справедливость. Когда это произойдет и как произойдет, да, мы этого пока знать не знаем. Ну, то, что произойдет, в этом нет сомнения. Так, воль народ переможет. Украина, Саламашал, душу Герга Нахче. Аллах, Ларвойл, Алшвойл, Аслан. Дейрейс, Хуйл, Дейлер, Саламашал, Хуйл.
Андрей Жданов, Аслан, скажи, исторически соседство Российской Федерации хоть какой-то плюс дало Ичкерии? Ну, какой-то, я не знаю, что вы имеете в виду, какой-то плюс. Нет худа без добра, как говорится. Какой-то плюс, наверное, все-таки можно откопать, да, какой-то плюс. Но если в общем брать, в общем, то, конечно, только одни минусы. Мы отброшены, мы на протяжении последних 100 лет или 200-300 мы не развиваемся, практически не развиваемся. Все наше время, наши интеллектуалы, наши силы затрачиваются на борьбу, на деоккупацию на протяжении вот этих веков. Если бы вот последние 25 лет хотя бы Россия бы нас оставила в покое, мы бы дали бы просто фору многим, да, показали бы, как надо развиваться. Мы бы развивались бы очень хорошо и правильно. Но, к сожалению, вот такая вот ситуация. А то, что что-то хорошее, какой-то плюс, может и был. Я сейчас не могу сказать, какой, может и был. Батыр Батырыч, братья, лайки не забываем. Так, Анна Александриди. Привет, Аслан. Телемост не состоялся, Москва-Киев. Привет, Анна. Нет, телемост не состоялся, но состоялся вот чат-рулетка. Вот то, что с утра я вначале говорил. С утра украинские блогеры объединились и сейчас ведут активное общение. Да, поговорить. Треба поговорить, вот они разговаривают. А вот на телеканале официальном пропагандистов и по инициативе оккупантов этого не произошло, слава богу. Вильный народ переможет. Видел тебя на совместном стриме с украинскими блогерами. Да, я вот буквально час назад, может быть чуть больше, меньше, вот я с ними сейчас как раз общался. Так, Чечен 095. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Fighting Fun. Сейчас во многих чеченских пабликах делают пост о чеченце, который вырос в русской семье и сейчас ищет своих родственников. Слышал ли ты про эту историю? Ну, я видел парня такого, рыжеватого, да, если о нем речь. Похож был он на чеченца. Я не знаю, насколько это правда. Так я не следил, я видел просто его видео, да, где он там говорит. Но я думаю, много чеченцев вот так остались, да, по разным, по стечению разных обстоятельств, да, во время войны оказывались без родителей, да, сиротами и оказывались в приемных семьях. Такое, наверное, было не единожды, скажем так. Поэтому так я, в принципе, во всех деталях, со всеми деталями не знаком. Так. Халид, Аслан, Барамбекия, Фламаркия, Хилио, Дишо, Вильспирч, Хулонсига. Цахилла, но я обязательно посещу этот Барамбек. Обязательно надо будет сходить как-нибудь. Ну, велосипеды у меня есть, уже прилично уже собралось велосипедов, поэтому пока особой нужды нет. Фриман 007. Аслан, я видел сегодня, что Путин хочет остаться премьер-министром в 2020-2024 году. 2024 году. Ну, не знаю, кем он останется, но он останется хозяином этого положения. Так как ни на одну секунду он не может отпустить. Да, вообще полное ничтожество и ноль Дмитрий Медведев был временно погреть место усаженным в кресло президента. И если вы обратили внимание, да, верный палач Путина, да, начальник его охраны Виктор Золотов, по странному стечению обстоятельств оказался начальником охраны президента Медведева. Да? И везде он с ним следовал. И возникает вопрос,
был ли Медведев президентом, да? Конечно же, Путин не уйдет от поста. Останется он премьер-министром или нет, у меня другое мнение по этому поводу. Скорее всего, премьер-министром он не останется, как в прошлый раз с Медведевым. Хотя, если другого выхода не будет, этот вариант тоже, наверное, рассматривается. Но есть большая вероятность, что будет изменена Конституция, да, вот за эти 4 года, где президент будет играть роль, ну, президент в России будет играть роль такого аятоллы, институт аятол такой создастся, как в Иране, где будут избираться президенты, а над ними будет стоять царь Шариков, да, полиграф Полиграфович Путин будет стоять над этим всем. Ну, вот такого вот плана будет вариант. Не знаю, больше, ну, а так, как это будет развиваться, скорее всего, они уже давно об этом говорят, будет изменение Конституции. И вот в таком плане Вова постарается сохранить свое место. Но это его не спасет. Ни его, ни развал России. Так, Россия зло, ЖТРУ. Да, сегодняшняя Россия и много веков Россия зло. Алена Павленко, а как вы думаете, возможен ли такой вариант, что что-то, что сказал Габуния, это заказ Кремля для того, чтобы как-то разрулить ситуацию с Грузией и выставить Путина обиженной стороной? Как вы думаете? Нет, я не думаю. Я не думаю, что это заказ Кремля. Обижена. Ну, это реально. Ну, у них, знаете как, у них как в банде. Например, Немцова убили тоже за матерные выражения в адрес. Поэтому это очень как бы не похоже на то, что это как бы заказ Кремля. Я думаю, Путина оскорбили. Его надо почаще делать, над ним надо смеяться, его надо оскорблять, его надо принижать, потому что реально человек возомнил себя в 21 веке, вылезший там из какой-то подворотни, из ГБшного кабинета, возомнил себя королем, царем. И он реально в это верит. И вокруг его окружения его так и называют царь. Вот он у них является главным человеком. И мы должны всячески показывать пренебрежение к этим людям и к этому поведению. В 21 веке не должно быть царей. Даже те цари, короли, которые династии сохранились из глубины веков, эти династии имеют номинальную власть. Ну, чисто так, для сохранения государства. И все. И они стоят на страже государства. Да? Вы никогда не услышите, что королева Великобритании или принц Гарри или еще кто-либо там, Чарльз, хапает, грабит миллионы, миллиарды, ставит своих людей там на разные посты, или там они у него являются кошельками, да, путинскими кошельками, как являются разные там Ротенберги, там разные там Ковальчуки и так далее. Такого нет, потому что это их страна, они о своей стране думают, я имею в виду там королевская семья Великобритании. А тут вот Шариков реально самый настоящий, вот, ну просто лучше не придумаешь, да. Реально царь Шариков, да, ну, быдлота, питерская подворотня. Там, может, когда-то был Питер интеллигентным городом, да, но мы все прекрасно знаем, что во времена Сталина и до, и после были репрессии, и очень много людей было убито, расстреляно, репрессировано. И как таковой интеллигенции в Питере не осталось. Та, которая осталась, она была зашугана и морально сломлена. И нету такого, кроме мифа, что там есть какие-то там интеллигенты. Да, есть, их очень мало, и они погоды не делают. По крайней мере, в государственных там учреждениях они не заседают. Ни в Питере, ни в Москве, ни где-либо вообще в России. То же самое они сделали в Чечне. Да? У нас теперь ни одного честного, искреннего, открытого человека у нас нету во власти.
во временно оккупированной Ичкерии, нету. Потому что других там быть не может. Там есть только Гибня, ГРУ, вот эти МВД, вот все там свои люди. Ну, в основном, конечно, это ФСБ. Так что царь Шариков остается в лузерах, которого надо высмеивать, оскорблять и принижать всячески, чтобы они понимали, что они являются никакими не царями, да, а обычными псами, которые возомнили себя дворняжками, которые возомнили себя какой-то элитной собакой. Ну, в принципе, так. Как найти? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Стрим был в среду. Ты, Аслан, же не говорил, что в пятницу будет стрим. Я думал дважды в неделю. В понедельник и в среду был. И думал все. По-моему, говорил. Я, если не ошибаюсь, в среду я говорил, что в пятницу будет. Ну, если что, ва алейкум салам. Если что, приношу извинения. На всякий случай. Извиниться лишним никогда не бывает. Так. Кингом Шульц. Однажды в одном населенном пункте, правильно будет, в Чечне сидели, выпивали два товарища. Один сказал другому: давай полетим в космос. Второй ответил: какой космос? Мы только с лестницы можем до крыши поднять. Так, Руслан Волков. Агенты ФСБ, их полезные идиоты, топят тут за исламское государство в Чечне. После развала России им нужно столкнуть чеченцев со всем миром. Конечно, они этим и победили. На сегодняшний день вот временная победа их была именно тем, что нас свели к наше национально-освободительное движение, наше государство свели до религиозной до религиозной организации, да, государство было сведено вот до того. И после этого было делом техники, да, чтобы признать террористической, да, организацию. Не говоря уже о том, чтобы о нас там в высоких кабинетах начали опять за нас говорить слово. Конечно, здесь тоже были этому рады некоторые люди, да, быстрее бы избавиться от этой Чечни, от этой проблемы, да, российская нефть, российские доллары, российские евро, которые им сюда приходили, они очень ценны, как говорится, деньги не пахнут, но мы все понимаем, и, конечно же, как бы нам тяжело не было, как бы нас не пытались там обвинить, что мы там против ислама и так далее, это неправда, абсолютнейшая неправда. И которые там, сейчас мне задают вопрос, там, ты за Ичкерию или шариат? Я вообще даже вопросы не понимаю. Вот надо просто сказать гадость, пакость, чтобы я сказал вот там что-нибудь там такое, вырезать, как уже вырезают мои ролики, что я там не хочу там чуть ли свободы там и так далее. Надо вырезать, можно сопоставить, где-то приводя какой-нибудь там пример, можно выразиться, как сказать. Тем более, если человек ведет стримы, у него столько часов наговорено, что составить можно все что угодно. И вот пытаются нас сопоставить, противопоставить друг с другом, да? А мы один народ, мы все один народ, и наша задача освободить нашу землю и наказать виновных, привлечь к уголовной ответственности виновных. И об этом мы должны всегда, всюду, всегда говорить. Так. Чечен 095. Аслан, Facebook, что добавить СОА? Говорит, Facebook, не добавишь меня? У меня там очень много, там, по-моему, уже по 1000 уже заявок. Я просто не знаю, кто, что. Я обычно принимаю по рекомендации. И так у меня там появляются время от времени разные боты, разные там нехорошие люди. Поэтому я не знаю просто, кто ты, что ты. Можешь просто подписаться и где ты вот прислал, какой у тебя ник, чтобы знать тоже.
Обычно я вот знакомых, там, знакомых, сейчас просто очень много людей уже обзавелся знакомыми через Facebook, благодаря Facebook. Поэтому всех приглашаю в Facebook. Профан Эйнштейн основа вайлерами дейца кицду. Ну и чур дюн хок шариат мы должны устанавливать в своих домах, чтобы наши семьи и домочадцы была логика насчет добра и зла, любви, родине и уважения. Да, я вот не понимаю этих людей, которые тут возомнили себя чуть ли не вещателями напрямую от Бога. Например, давайте вернемся к тому, что у нас было в 91-м, 2-м, 3-м годах, когда президентом у нас был Джохар Дудаев. Да, Дудаеву есть видео, приходят люди, говорят там шариат, там, то есть он говорит, ну давайте пока не будем спешить, нам надо подготовить население, нам надо подготовить много кадров, да, кто знает, что такое государство, да, хоть мало-мальски представляет систему государства, государственного устройства, тот, конечно же, не будет так сразу же заявлять такие вещи, вот шариат и все. Для того, чтобы подготовить даже одного судью, да, в шариатском деле, нужны десятки лет, 10, 15, 20, 25 лет. А таких судей надо подготовить огромное количество. Надо подготовить там высшие суды, да, над обычными районными или там городскими судами. Есть еще там республиканские, государственные суды, да, главные суды. Также надо подготовить полицию, да. Также надо подготовить, самое главное, подготовить население, да, ему надо все это объяснить. На это нужно огромное количество времени. И когда Дудаев говорил, что нам нужно время, мы не можем сейчас вводить нормы шариата, да, хотя в определенных судах, в том же семейном праве, шариат, он уместен, он должен быть, да, исламское право, оно должно быть, и оно ни в коем случае не будет противоречить нашей Конституции. Он сказал, пока рано это вводить, потому что мы еще не готовы. Скажите, что изменилось с тех пор? Подготовили мы кадры, да, или не подготовили? Мне кажется, мы не только не подготовили, мы потеряли кадры, которые у нас были. У нас есть там, вот, как-то говорят, с 3 волосами люди, которые прочитали там 2 суры из Корана и возомнили себя. Если ты через слово говоришь «Альхамдулилля», «Иншаллах», это не значит, что ты разбираешься в исламе. Веришь, слава Богу, верь. Не надо кичиться этим, не надо бить себя в грудь и всем подчеркивать, что я такой, а ты такой. Верь в своего Бога, как ты хочешь в него верить. Если суфист верит так, тоже не смейся над ним. Ты же не хочешь, чтобы над тобой смеялись. Ты тоже не должен делать. Также там, например, если это будет там другой национальности, другой религии, да, человек, тоже нельзя над ним смеяться. Мы должны быть терпеливыми, толерантными. И человек, который вот это все противопоставляет, он вредит делу. Таких людей нужно каким-то способом успокаивать, объяснять им. Да. Некоторых кончается, я знаю людей, у которых просто заканчивает терпение. Молодежь, малолеток, можно сказать, которые возомнили себя там светочами ислама, но у него даже возраст не подходит на то, чтобы изучать там 20 лет там, или 30 лет религию. И потом уже что-то вещать от себя. Это очень сложные вещи. Это очень сложные вещи, да? Нельзя так сказать, что вот мы строим. Если бы кто-то и строил бы шариат, то это был бы Дудаев, Масхадов, да? И это ни в коем случае не лишает нас нашей религии. Мы ни в коем случае не против религии. И каждый раз это надо подчеркивать. Вот мы не против религии. Почему я кому-то должен доказывать, что я не против религии, если я сам знаю, что я не против? Почему я каждый раз это должен кому-то доказывать? Почему требуют там, а ты вот это, ты то? Но очень неправильно себя ведут люди. Я могу разговаривать какие-то очень серьезные вещи, да, за которые в настоящее время ничего хорошего не сулит, да. И мне говорят, почему ты без бороды? Мне иногда, это чеченец, мужчине задает такой вопрос, когда я еще обсуждаю такие вещи, за которые он, например, анонимно
даже не говорит, прячется и не говорит. И он мне задает вопрос, ну, где вообще понимание, что происходит у людей? Просто странно, очень странно. Ну, только это или дебил, или же это враг, да, из коллаборантов, который вот хочет увести разговор. Только так я могу это объяснить. Так, привет из Беларуси всем врагам Московии. Олег Станкевич, приветствую, Беларусь. Так. Леди 1974. Одна блогерша просила своих подписчиков ставить лайки и после просмотра, так как YouTube не засчитывает лайки в начале. Как с этим кто в курсе? Я не знаю, у меня пропадают. Вот я смотрю, было столько-то. Может, они договорились, и потом все решили убрать там. И раз, и лайки пропали. Было там, например, там 500, стало там 400, там 70, 450. Хотя кто-то должен добавляться, тут получается, что вот 100 человек взяли или 50 человек специально убрали эти лайки, да. Даже просто непонятно обычно, ну, искать это видео, чтобы убрать лайки, и это столько человек. То же самое с подписчиками. Происходит такая же ерунда. Есть подписчики, добавляют, потом раз останавливаются и начинают потом съезжаться. Хотя по видео, которые я закладываю, наоборот, просмотры добавляются. Тоже сложно понять. Что там делать, как делается, ну, не могу ничего сказать. Ну, это не важно. Важно, что мы говорим, даже один голос имеет большое значение. И они знают, что они не правы. Хотя очень хотят верить, что они сохранятся навсегда. VRX 1111. Аслан, говоря болтуны, ты не проводишь аналогии со своей деятельностью. Ведь ты бы мог у себя в семье, как каждый это говорит, ведь это, по твоей логике этого достаточно, как и по логике некоторого профи-комментатора. Нет, я не провожу аналогию своей болтуны. Я доношу до общественности, да, в том числе специально на русском языке, чтобы об этом узнали и немцы, кто говорит по-русски, и наши друзья украинцы, и грузины, и все, кто говорит, понимает русский язык, специально доношу о проблемах, о нарушениях прав человека, которые происходят с чеченцами. Но я никому не говорю, почему тебе нет бороды, почему ты там не делаешь намаз или пьешь водку. Это каждого сугубо дело, да, если я столкнусь с ним лично, да, и он будет это делать, то, конечно, я ему об этом скажу. А открыто, публично говорить ему про все это не твое дело, скажет. Поэтому нет, со собой я аналогию не провожу. Так, Андрей Жданов, а может есть смысл подумать о союзе с Кавказскими республиками, как раньше в 20-х годах была Закавказская Федерация? Ну, почему же смысл есть? Мы об этом давно говорим. Мы являемся кавказской нацией, только есть небольшие юридические моменты, где мы являемся независимым государством, временно оккупированным, а Дагестан, Ингушетия и другие не выходили из состава Российской Федерации. И поэтому это такие моменты, которые нужно будет юридически проводить кое-какие мероприятия, в том числе такие как референдум, да, и, конечно, мы объединимся, и нет у нас между нами никаких проблем. Конечно, мы объединимся, мы объединялись, мы воевали вместе и в эту войну, и в прошлую войну, и в прошлые войны воевали за одно государство, за то, чтобы жить у себя на Кавказе свободно. Да, это очень дельно, и наши лидеры, руководители всегда придерживались этого, всегда поддерживали именно эту идею. Так, Эдуард Мамбедов. Приветствую, Эдуард, спасибо, что задонатил. Как всегда, без вопроса. Жора Майер, ассаламу алейкум, Асан. Удачи тебе, брат. Ва алейкум салам, Жора.
Спасибо. И тебе удачи. Дейресхуль. Так. Лунный свет. Ассаламу алейкум Аслану и всем свободным людям. Ва алейкум салам, лунный свет. Спасибо. Аттахан Дудаев. Аслан, ты не прав. Религия не такая тяжелая религия. Аллаха самая простая для людей. Просто некоторые люди, которых не хотят, чтобы люди оставались тупыми, слушают только их, чтобы управлять ими. Ну, я не совсем понял, что ты сказал. Профан Эйнштейн. Дейр Аслан. Ютуб. Хажуа интернет. Хаяф юждук бәжін. Да, совершенно верно. Так, ва алейкум салам, Чинова. Олег Станкевич, любой россиянин мой враг. Я понимаю, что это смахивает на фашизм или нацизм, но я согласен быть фашистом, прохаживающимся по руинам Кремля. Ну, вы имеете право на такую точку зрения. Как найти Аслан? Потому что среди нашего народа много ваты. Да, правильно. Тито 068. Аслан, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Дику, дал Бухастан. Свой... Так, давайте дальше посмотрим ваши вопросы. Так, я так и знал, что Аслан это скажет. Что именно? Что без вопросов, Эдуард. Но он всегда задает без вопросов. Так, Инна Ватерлецкая. Добрый вечер. Чем больше среди блогеров неравнодушных людей объединяются в сети мужественных граждан разных стран, тем сильнее у меня вера в хорошее будущее Украины, Грузии и Ичкерии. Да, совершенно верно, Инна, и у нас нет другого выбора. Нам по-любому нужно построить свободное. Все, изжила Россия. Это дело времени. Дело времени. Главное, нам не опустить руки, не сдаться. Все. Нам нужно просто пережить ее, и все. Так, Магомед Махмаев. Ассаламу алейкум, Ажири. Ва алейкум салам. Ислам Ардаш. Аслам, будут ли судить в Воланде Морта, неприкосновенно падишаха оккупированной страны? Ну, если, Ислам, вы про Кадырова, конечно, будут, конечно. Если доживет до суда, конечно, будут. Преступление есть, факт налицо. Доживет ли вопрос? Так, Олег Станкевич. Я из Белоруссии. Любой чеченец, дагестанец, якут, калмык изначально как гражданин Российской Федерации мой враг. До тех пор, пока я не пойму, что мы одной крови, цвета, справедливости и свободы. Ну, знаете что, Олег, конечно, мы, чеченцы, не россияне. Поэтому, конечно, вы очень правильная у вас позиция, пока он не скажет, он является. Но мы, чеченцы, изначально не враги вам, в первую очередь. Потому что пока Беларусь жила спокойно, мирно, мы уже за эту свободу и справедливость лили реки крови. И
нам нужна ваша помощь, ваша поддержка, в том числе лично и ваша тоже. И нас, когда вы нас сравниваете с россиянами, это как признание Крыма российским, точно так же признать нашу страну. Мы имеем столько же прав на независимость, сколько имеет право Беларусь, Украина, Казахстан, страны Балтии и так далее. В юридическом смысле я имею в виду. Не то, что там мы больше крови пролили и так далее. Просто если исходя из сухих фактов. Дарт Вайдер, мои комментарии игноришь, я все равно думаю, как ты. Нет, я не игнорю, просто так получается, что бывает перемотаю, и 2-3 раза бывает там одного и того же человека вопрос перемотаю, и возникают проблемы. Поэтому это хорошо, что ты думаешь, как я, значит, мы с тобой единомышленники. Так, Аслан говорит, что скоро сместят Кадырова, Алекс Адам. Ты слышал об этом? Ну, я не знаю, сместят или нет, ну, какая разница. Сместят то. Нам нужна деоккупация, да. Вам, вот, я не знаю, откуда вы, Алекс. Для вас имеет значение, там, Захарченко взорвали в Донецке, да, поставили там кого сейчас, другого. Там, Гоблин сейчас в Крыму взорвут его, поставят другого. Какая разница? Крым останется оккупированным, кого бы ни назначили. Поэтому это не принципиально, да, не надо там все сводить там к Кадырову. Заменит Кадыров, поставит другого. Кадыров и вот эта банда путинская, она исполняет роль вот охраны вип-персон, запугивания, там, угрозы, например, убийство Немцова, да, Бориса Немцова. Ну, то же самое. Возмутился кто-то, ликвидировали. Возмутится какой-нибудь генерал ФСБ, то же самое, приедут и ликвидируют. Вот роль вот этих кадыровцев. Они для нас никакой погоды не делают. Это отщепенцы. Они, как их Дока Умаров назвал, шныри. Они ни в своем обществе не смогут дальше быть. Они не смогут быть и в русских. Русские их не примут. Во-первых, они там чушки, чучмеки и так далее. Во-вторых, они предатели. И что ни говори, русские всегда им это напомнят и всегда скажут, ты вообще, ты кто такой? Ну, непосредственно Кадырову там, может, не напомнят, непосредственно сейчас не напомнят, рядовой какой-нибудь там русский не напомнит. Но я помню один очень такой замечательный, да, было обидно, конечно, мне было обидно, но этот русский, который сказал, был такой митинг, русские вышли против Путина, не помню из-за чего, пенсионная реформа или из-за чего-то там вышли, ну или еще за чего-то, не помню. И туда нагнали кавказцев, молодых пацанов, там 25, может, до 30 лет, там, шныри, короче, да. Ну, кто-то обманут, кто-то в надежде поиметь какие-нибудь дивиденды. И они наезжают там на этого. И по всей видимости, ну он не чеченец явно был, ну кавказец, там и чеченцы среди них были. И он говорит, я за Путина, вы что тут собрались? И тут русский один, нормальный, говорит, что русские, что за Путина ты, говорит? Путин, он тебя убивал, а ты тут сейчас пришел, стоишь. Прям так это было обидно мне слышать это, да? Но это было так уместно, что этот человек его поставил на место. Стыдно было мне за этого кавказца. И вот такого вот плана вещи нам не важно, кто будет. Там, Васильев, там, сейчас там Евкурова сняли, другого пришли. Это не важно. Важно, чтобы Россия убралась с Кавказа. А то, что в России они сделают, ну это уже дело рук русских, чтобы спасать себя. Если что, мы поможем. Морально и информационно. Убью тапочком. Помню, раз качубяхкач юахти даниш деш.
Динах, Хустанок, Хюкари, Нах. Сейчас все святые. Да-да. Аслан, а что слышно насчет замены Кадырова на лорда? Ничего больше не слышно, но вот подготовили кандидатуру, в случае чего нужно будет убрать Кадырова, будут смещать, будут его переводить куда-то, прятать. Все зависит от ситуации, которая изменится. Да? Например, ОБСЕ, как мы все знаем, возбудила, вот, запустила механизм, московский механизм для мониторинга за правами человека. Очень слабо, конечно, идет, и мы мало информации предоставляем. Надо бы побольше, конечно же. И вот в случае чего, конечно, тогда вот рокировочка произойдет. Для нас это роли не играет. Сейчас Кадыров, там, завтра пройдет ровно месяц, когда заменят Кадырова, и все, там, Хучиев будет, Даудов будет, еще кто-нибудь, Иванов будет, Петров будет, то же самое будет говорить. То же самое. Так, Аслан, ты слышал, в Италии засудили украинского бойца Айдер Гремлы? Нет, я не слышал, но вот я сейчас поеду в Италию и разберусь. Кстати говоря, собираюсь на днях поехать в Италию и оттуда буду вести стрим и поищу, как зовут украинского бойца, за что засудили. Как найти? Аслан, в мире сложилось так, что страны светские и религиозные на втором плане. Нам же сначала нужно выйти из Рашки. Иначе Запад и Рашка не даст нам быть страной, упрекая радикализм. Мы же все за религию. Ну, если мы будем строить шариат, то нам не будут помогать. Шариат – это такое общее понятие. From the mountain. Аслан, добрый вечер. Как вы думаете, кто такой Максим Шевченко? Он говорит иногда вещи близко реальность, но иногда из него пахнет пропаганда. Вы как к нему относитесь? Интересно ваше мнение. From the mountain. Добрый вечер. Ну, я считаю Максима Шевченко элитным пропагандоном. Его жена такая же пропагандистка, по-моему, армянка она по национальности, Геворкова или Геворкоева, я не знаю, как точно ее фамилия. Конечно же, главная его задача налаживать мосты с кавказцами, там, с чеченцами и так далее, и находить там общий язык. Да это, конечно же, чистейшей воды системные, ГБшные, креативные, очень талантливый, да, надо признать, способный журналист, переобувается, когда хочет, как хочет. Да, некоторые вещи он говорит очень хорошо, очень правильные вещи он говорит, конечно. И так и надо, если нам не говорить, да, хороших, правильных вещей, мы не будем. А так вырезается кусочек, что он правильно сказал, и втыкается. Почему он не расскажет там о взрывах домов в Москве? Почему он не расскажет о договоре о мире, который был подписан между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия? Ну и так далее. Нет, Максим Шевченко, у меня есть ролик, я делал вырезку, и где-то у меня он тут есть на этом канале. Я к нему отношусь отрицательно, как к всем пропагандистам. Абдулмалик Аш-Шишани. Аслан, ты читаешь намаз? Абдулмалик Аш-Шишани. Да, а какое твое дело вообще? Какое это имеет отношение? Что ты хочешь сказать? Читаю намаз, вот ты, что ты от меня хочешь услышать? Если я скажу, я не читаю, ты хочешь сказать, что я кафир? А если я читаю, что ты хочешь сказать? Абдулмалик Аш-Шишани, у тебя имя арабское, у тебя есть чеченское, почему ты чеченское не возьмешь себе? Почему ты вот Шишани называешь себя? Абдулмалик из Шишани. Ты очень, наверное, способный, очень ученый, да? Религия – это личное дело каждого.
Не лезьте со своей религией, навязанной, не умея ничего, не зная про эту религию, ничего. Не лезьте с ней, не лезьте. Хочешь ты кого-нибудь там, красоту ислама, религии рассказать? Расскажи. Ну, не суй вот все под нос. Антитеррор ЧРИ-2. Шевченко, ФСБшник и подонок. Согласен. Так, Андрей Лавриненко. Итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андрея Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком на 24 года. Я не слышал. В 2004 году он его в Украине или в Италии убил? Вот это напишите мне, пожалуйста. СБУ Украина. Я хочу мира, в котором не будет России. Это очень неплохое у вас пожелание. Антирашизм. Знаешь, Асан, то, что за убийство Немцова поймали чечено-говорящего, был умысел и расчет. Ведь если за его убийство поймали ФСБшника русского, сразу же привязали бы к Путлеру. Понимаешь, как подло задумано? Ну, в том-то и дело, что кадыровцы это напрямую связаны с Путиным люди. И если вы помните, Путин наградил сразу же, да, когда только задержали вот этих Дадаева, вот этих убийц, подозреваемых в убийстве, уже осужденных, по-моему, да, за убийство, моментально же Путин наградил Кадырова, он дал понять. Это говорит о том, что, конечно, у них очень сильные противоречия внутри, очень сильные. Просто не вылазят вот эти противоречия, открыто сказать не хватает духа. Но каждый пытается там в своих силовых структурах как-то влиять на это. Россия это страна маленьких Шариковых. И главный Шариков на самом деле построил такое общество, оно не монолитное, самое интересное. И оно строится на противоречиях. Путин является как рефери, он их сам даже сталкивает, и потом он как бы выступает рефери и разруливает. Вот такой лоскутное такое одеяло это Россия. И в любой момент, когда это будет рушиться, да, когда там не будет Путина, или кто-нибудь его замочит, или кто-то перехватит у него власть, то вот эти все противоречия будут очень жестким образом сказываться. И очень много людей начнут битву, да, за место под солнцем, да, или чтобы не оказаться на скамье подсудимых и так далее. Поэтому чечено-говорящие, они очень связаны с Путиным, да, которые убили. Кто еще, да, может быть. Даже русские не так связаны будут с Путиным, как кадыровцы. Но там случился прокол. Там быстренько задержали. И я знаю, что у Путина был как-то разговор со своими там этими силовиками, так называемыми, да, которые начали в очень жесткой форме возмущаться против Путина. Высказывать, что вот ты там страну ведешь не туда, они все тут за Россию убивают, да, массово причем, не забывая о себе любимых, да, построить себе дачи, украсть миллионы. И начали возмущаться, генералы ФСБ начали возмущаться действием Путина и начали говорить, и тогда Путин сказал, я вам бородачей пришлю. А это был такой период, когда бороды кадыровцы начали брить. Да, и у главного вот этого гауляйтера тоже бородка уже маленькая такая была. И после этого Кадыров сказал, все, отпускаем бороды. Путин сказал, бородачей пришлю. Ну вот такого вот плана. Если это делает Кадыров, это делает согласие Путина и только с его ведома.
Как найти? Я свой текст выше написал для того, чтобы ты озвучил свою же мысль, но моими словами. А ты в конце перевернул мою мысль. Я же хотел сказать о религии, что сначала выйти из рашки, а потом самим решать. Я извиняюсь, если я, конечно, перевернул твою мысль, но я, может, не совсем понял. Не всегда даже бывает, да, когда пишешь, у меня тоже такое бывает. Я вкладываю одно, понимаю по-другому. Для того, чтобы нам сперва нужно деоккупироваться, у нас есть Конституция. Если мы собираемся жить по закону и соблюдать международное право, мы должны понимать, у нас есть Конституция. Эта Конституция нам не навязана русскими, американцами, украинцами, кем угодно. Она нам не... Это наша Конституция. Мы ее выбирали. Это наш президент, наш парламент. Соглашались жить по этой Конституции, принимали ее. Проводил наш народ голосование, референдум, выбирали президента по этой Конституции, жили по этой Конституции. И мы не можем от нее отказаться. Если мы государство, мы не можем от нее отказаться. Поэтому, если мы хотим изменить конституционный строй, то есть отменить Конституцию, убрать институт президента, да, если там у нас должен быть халиф какой-нибудь, да, халиф. Халиф должен быть там в халифате, да, мы должны как-то к халифату присоединяться, да, или мы отдельно у себя устроим халифат, да. Ну, это очень сложные вопросы, которые, конечно же, нужны годы и десятилетия, чтобы все это подготовить. И надо спросить народ. Народ должен решить, хотим ли мы так жить или хотим мы так жить. Да? И сказать народу, если будем жить так, у нас будет это-то и это. Если мы будем жить так, у нас будет это-то и это. И мы должны все взвешивать. Не на эмоциях, а спокойно, практично подходить к вопросу. Потому что мы решаем такие, ну, это очень серьезные вещи. Это даже не права человека, это права всего народа на десятилетия и сотни лет вперед. Антитеррор ЧРИ-2. Астан, я как раз сделал ролик про мирный договор, загружаю. Да, вот, кстати, подписывайтесь на канал Антитеррор ЧРИ-2. Очень хороший контент. Аладдин Восточный. Точный портрет Шевченко, брат. Шишани набожнее звучит. Да-да. Мухаммад Гадаев, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Мухаммад. Амир Хударов, объясни некоторым шариатским ученым, в кавычках, тут что шариатского 100% государств нет в мире. И группировок, которые хотят возродить сотни, и от всех от них один вред. Когда время придет, тогда и будет. Да, больше дополнить нечего, да, совершенно верно. Даже которые есть там, да, какие-нибудь там шариатские государства. Ты говоришь, ну там же есть шариатские, где они были, эти шариатские государства, да, когда мы сражались, когда мы гибли, когда нас просто все живое вырезалось, да, включая домашний скот, сжигались дома, все, убивались, пытались, насиловались. Ну, все, что просто возможно, все, что указано в Уголовном кодексе, да, или в Международном кодексе по правам человека, все эти нарушения были, все полностью, начиная от коррупции, воровства, грабежей, вымогательства, убийства. Ну, все статьи просто имеются, что возможно было в Чечне. Так что, когда ты задаешь вопрос, говорят, ну нет же мусульманской страны, нет же мусульманской страны. Ну кто тогда ее построит? Ты ее построишь. Но ты тогда должен быть
ну, минимум, если ты такие вещи заявляешь, ну, покажите этих ученых, которые реально говорят, мы должны построить государство вот так, жить так-то, так-то, так-то. А не люди без образования, которые там прочитуры или такую маленькую брошюрку прочитали, или в интернете там наслушались каких-нибудь рассказов. Давайте уже нормально взрослыми станем. Наша Амир Хударов и Конституция Чарии не противоречит шариату. Наша Конституция не... Абдул Малик Ашишан, ты меня без ножа застрелил. Я просто поинтересовался, не кипятись там, не кипятись там. Что ты такое важное? В моем понимании ничего плохого не сказал. Ну и ладно, интервал есть то. Шишане это мой ник. Да я не кипячусь на самом деле, Шишане. Просто, ну, что за вопрос? Что ты хотел этим узнать? Ты хотел сказать, что если у тебя Шишани Абдул-Малик есть, то ты читаешь намаз, а если у меня реалити, я не читаю, или у меня борода недостаточно длинная. Ты это имел в виду? Вот, и ты не один такой. Просто такие неуместные, скажем, мягко, вопросы, они ну, ни к чему хорошему не приводят. Как мусульмане, они тебя точно не красят. Да? Тебе же не важно, да, делаю я намаз или нет. Тебе важно, что я вот сейчас говорю, раз ты меня смотришь. Ну, тебе важнее вот спросить, задать мне этот вопрос. Сказать, задай что-нибудь посерьезнее, да, там, как или там, сам заяви. Там, есть ведь вещи не менее важные в этой жизни. Например, твоя страна. Каждый день убивают твоих сограждан. Пытают, убивают. Почему ты молчишь? Тебе Аллах говорит прямо не молчать. Андрей Лавриненко. Маркива обвинили в убийстве фотографа Андрея Рокелли и его переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая Славянский на Донбассе. А это, наверное, вот именно те вот эти два журналиста или нет, за которых Савченко, да, когда... Нет, не этот случай. Так, как найти? Аслан, ты говоришь, оставьте тему религии. Наоборот, нужно донести до нашего народа, что важнее выйти из рашки, соблюдая каждую религию себя, а потом и остальное. Да, но когда ты им начинаешь объяснять, они же не слушают. Самое интересное, они не слушают. У них приемник выключен. Они только вот как телевизор выдают и все. Они встречно вообще никаких аргументов не слушают. Я говорил ранее, когда в Сирию, вот я только сюда приехал, и вот эта мода пошла уехать в Сирию, стать шахидом, быстрее там попасть в рай. Я говорю, ребята, а как вы поедете, у вас родина оккупирована, у вас 30%, 25-30% убито, мы тут беженцы, тяжелейшие условия находятся. Вы молодые ребята, зачем вы уедете там? Кто-то знает язык, кто-то гражданин этой страны, там, кто-то так. Он говорит, вот там надо, это священная война, там туда-сюда, что вот сейчас это священная земля Шама, и сейчас что-то там такое произойдет. Я им объясняю, ну а как же, а дома как, а это, то, все, что ты если здесь останешься, ты, если ты говоришь на немецком, переводи все на немецкий, говори, доноси на него, это тоже джихад. Это очень важно будет, чем ты уедешь и пропадешь бесследно. И тогда мне он заявляет, один говорит, нам сказали, что если в случае появится человек, там, или не только там, человек, который объясняет тебе, мама это будет, которая там со слезами там скажет, сынок, не уходи на войну, да, в Сирию, на джихад. Ребенок там потянет, да, и там чувство отца как-то там, отец расчувствуется. Или еще какие-нибудь там препятствия будут. Или аргументированно, как я им логически объясняю, доказываю. Вот если вот такие люди появятся,
знай, он говорит, что им сказали, что это сатана, он хочет, чтобы тебя отговорили. Там слезами матери, там, ребенка, логика. Знаете, закладывается программа, как сказал Саид Магомед Хачукаев, закладывается программа, что надо вот умереть и быстро закончиться, да, воевать против всего мира и так далее. Дудаев не воевал против всего мира. Мы начинали войну не против всего мира. Мы вообще не начинали войну, мы только защищались. Это надо понимать. Какие мы цели начинали и да, к чему сейчас пришли. И он говорит, не только заложена эта программа, да, человека, практически эта программа на самоуничтожение этого человека. Да, я уверен, что там есть искренние, добрые люди, верующие люди, которые погибали. И даст Бог им зачтется, если они были искренни в своих побуждениях. Но и заложено еще антивирус, да, который блокирует слезы матери, плач ребенка, логическое объяснение какого-нибудь там друга, товарища, который ему говорит, ну не делай этого. Уже закладывается просто программа к самоуничтожению, закладывается еще программа, которая не может снять это, что все идет от шайтана. Я говорю, ну если так, если ты мне такое заявляешь, получается, я говорю от шайтана. Так получается. Я говорю, ну все, вперед, давай, идите на войну. У меня вопросов больше нет. Вот такое вот у нас все делается. Мы должны чуть-чуть, я понимаю, что мы в тяжелом состоянии находимся, мы очень обижены, очень разозлены и подлостью этого мира, и лицемерием этого мира, и жестоким, подлым отношением России к нам на протяжении вот этих последних лет, и раньше тоже. И мы хочется найти какое-нибудь место, вот, где будет справедливо. Но это справедливое общество мы должны построить у себя. Мы сами что сможем построить? И вот к нам тогда будут люди приезжать, брать с нас пример. Или же найти это свободное общество, пойти и взять у них пример. По-другому никак. По-другому никак. Поэтому религию у нас никто не отнимает. Мы должны строить свое национальное государство. Миша Кот, я уже не первый раз пишу. Если бы они знали, насколько ты веришь в Аллах, они не задавали бы эти вопросы ни за бороду, ни за намаз. Хоть у меня и борода, иншаллах, делаю намаз, я так завидую белой завистью, наверное. Да, ну, задают. Так, Кайл Горвальд встречал сирийцев. По его словам, война там началась из-за гордыни одного лидера клана. Как часто это и бывает, если честно, да? Профан Эйнштейн. Аслан, даже если бы Шевченко захотел тебе ответить на твою оценку о нем, Кремль не дал бы ему это сделать. Ты, Аслан, не входишь в разряд бородачей, которые призывают гасить всех подряд. Да, и этим я у них вызываю большую опасность. Да. Меня они не замечают, ну, по крайней мере, информационно не замечают. Ну и как бы, слава Богу, не нужно нам их внимание. Меня замечают украинцы, иностранцы, ну и слава Богу. А то, что им, знаете, нужно, да, это донать. Для того, чтобы... Сейчас, подождите, вот этих я удалю. Начались эти боты. Им нужно для того, чтобы показать себя. Вот сейчас Джамбокс поехал, Джамбулат Умаров поехал в Женеву. И вот они себя должны показать с человеческим лицом, вот, что они такие все демократы. Да, они плохие, конечно, демократы по сравнению там, да, с другими. Но, по крайней мере, они признают хотя бы на словах, да, демократию
и так далее, и живут как бы по демократии. А мы, мусульмане, да, очень ими же, русскими спецслужбами России, дискредитированы. И нас представляют бородачи. Мы знаем, что мы не бородачи, там, ну, бородачи в смысле, там, не убийцы, не там, такие там, террористы, исламисты. Мы это знаем. Но уже вокруг нас уже создан такой образ, понимаете? Хотим мы этого или не хотим, это уже свершившийся факт. И этому способствовал ИГИЛ, который в Ираке, в Сирии там творил вот эти все дела. И вот эти вещи, им проще предоставить себя. Вот, говорит, вот есть Кадыров, ну Путин говорит, но если сейчас мы этот режим установим, эти чеченцы, они же не управляем, по-другому же они не понимают. Ну вот если бы не Кадыров, допустим, то ну, были бы там вот эти игиловцы. Вот выбор. И Запад говорит, ну ладно, пускай так и будет. Вот к чему пришло все. И мы пока это не поймем, пока мы это не скинем себя, вот этот навешен на нас ярлык, а мы сами его тянем. Если надо, мы сбреем бороды, мы покажем, люди, мы не такие. Мы должны со всем миром научиться жить в мире и считаться с этим миром. Мы не можем не считаться. Если мы как-то относимся к русским, к России, это не значит, что мы это же отношение должны проецировать на других. Нет, эти люди нам ничего плохого никогда не делали. Даже наоборот, многие нам помогали. И то, что они не прислали свои войска спасти нас, это не значит, что мы должны тоже их считать такими же, как Россия, там, как ФСБ. Нет. Это не так. Поэтому думайте, господа хорошие. Следующий стрим у нас будет в понедельник, я так думаю. Он будет с Италии, я так думаю. Поэтому на этом я считаю, пора уже заканчивать. Приятно было отвечать на ваши вопросы. Спасибо. Я надеюсь, все в следующий раз будет намного интереснее. Не все темы я, конечно, затронул, которые я хотел у себя тут указал. Ну, обязательно в следующий раз их затрону. Всем всего хорошего, до свидания. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.